В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте! День гражданского активиста в республике отмечается ежегодно 2 апреля. Праздник установлен для поддержки общественных инициатив, развития гражданского общества и чествования неравнодушных граждан, способствующих развитию региона. О статусе гражданского активиста и их роли в общественной жизни мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Прокопий Шайдин, руководитель отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Прокопий Прокопьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите для начала, что сегодня подразумевает вообще сам статус гражданского активиста у нас в Якутии? Гражданские активисты или просто активисты, они же существовали давно, все это время, новейшую историю, но при этом они начали систематизироваться постепенно, их институализироваться, и примерно в середине 2010-х годов они, выросли и прям на государственном, на республиканском уровне объявили целый день гражданского активиста. И, насколько я понимаю, это предполагает, показывает то, что гражданские активисты, они уже становятся, союзниками государства, помощниками государства, именно исполнительных органов государственной власти. Они помогают там, где само государство или не в силах, или как-то за пределами внимания находятся некоторые сферы. Гражданские активисты становятся нашими приемниками, помощниками. А какие сейчас меры поддержки существуют для гражданских активистов НКО, например, в Якутии? Гранты, субсидии, может быть, какое-то обучение? Или, может быть, как получить доступ к этим ресурсам? Тоже хотелось бы узнать. И какие проекты чаще всего получают финансирование на практике? У министерств есть свои ведомственные гранты, субсидии. Например, у Министерства культуры есть у Министерства внешних связей для кочевых общин, есть отдельные гранты для территориальных общественных самоуправлений. Но самый главный грантовый конкурс республики — это гранты главы республики на развитие гражданского общества. И он объявляется с 2020 года, и практически все направления деятельности, жизнедеятельности, они закрывают, от экологии до здравоохранения, от физической культуры до вопросов семьи, детства, материнства и так далее. Но при этом стоит сказать, что НКО в республике на сегодняшний день существует порядка 2500 зарегистрированных. Конечно же, добрая треть из них пока что в спящем режиме не функционируют. А в грантах главы республики ежегодно принимают участие примерно чуть больше 1000, наверное, НКО. И это носит такой масштабный, довольно глобальный в рамках республики характер. А насчет того, как к этим ресурсам достичь, это, конечно, участвовать в грантах. И на самом деле цель должна быть не получение денег как таковых, а желание решить какую-то проблему конкретную. И если есть желание, то это поправимо. Это можете обращаться к нам в министерство, и мы поможем сформировать это желание в виде проекта и участвовать как в грантовых конкурсах внутри республики, так и за пределами. Например, фонд президентских грантов, они там миллиардные суммы разыгрывают. Фонд культурных инициатив то же самое. Значит, финансирование чаще всего получают такие социальные проекты. Финансирование чаще всего, да. На самом деле, это все гранты на социальные проекты, они раздаются, но при этом, грант, это же гранты, то есть это не субсидии, это не правительство поручает что-то сделать, это внутреннее желание людей. И,
гранты, проекты, они совершенно разные. Тогда можете привести буквально 2-3 примера таких вот успешных гражданских инициатив, которые у нас в Якутии были реализованы за последний год, и что вот, может быть, на ваш взгляд, стало залогом их успеха? Ну, я могу примеры привести 2025 года, ну, которые выиграли недавно гранты. Ага. И это, например, проект по гемодиализу для ну, районов, ну, труднодоступных мест по Вилюйской группе районов. Ну, то есть это неравнодушные врачи с НКО Тулур, по-моему, они ну, собрались вот своей группой и выиграли грант, и теперь будут ездить в села для того, чтобы ну, как, поддерживать жизнь у людей с почечной недостаточностью. И есть еще спортивного характера, который вот я сейчас курирую. И это проект «Кубок Витязя», Алданский район. И они уже вышли за пределы вот республики. И это турнир по мини-футболу по Дальнему Востоку. Вот недавно он прошел в марте. И приняло участие 14 команд по Дальнему Востоку. Китайская Народная Республика должна была прийти, но в последний момент не смогли присутствовать. Но при этом там 170, по-моему, участников приняло участие. И ну, вот, Федерация футбола, вообще ну, вот, Российской Федерации, да, ну, в виде судейства. Так скажем. Да? Прокопий Прокопьевич, вот с какими вот основными трудностями сталкиваются гражданские инициативы, активисты в Якутии? Какие, может быть, барьеры им необходимо преодолеть для того, чтобы реализовать как-то свои идеи, может быть, направления? С чем они вот чаще всего сталкиваются, обращаются, может быть? Ну, как сказать, ну, на самом деле, это ну, уровень информированности. Ну, во-первых, потому что у нас, как сказать, нет ну, жителей сел, деревень, они не совсем понимают и знают про свои возможности по части грантовых конкурсов, потому что мы часто ездим по районам, в том числе в северные районы, и часть из них, ну, как бы не воспринимают грантовую деятельность как возможности для себя, для роста, для реализации своих ну, вот, проектов. И ну, хотел бы сказать, чтобы вот, обращались в наше министерство ну, за помощью. Мы бы им рассказали про все грантовые конкурсы, которые проводят и в республике, и в Российской Федерации, или помогли бы, как сказать, найти наставников по своим направлениям и как упаковать свой проект. Ну, больше узнавали, да, и обращались, самое главное. Да, конечно. Самый главный барьер будет тогда снят. Как вот обычный житель Якутии может начать участвовать в общественной жизни, если он вдруг захотел, у него появилась такая инициатива, и какие шаги для этого ему нужно сделать? Ну, на самом деле, как сказать, гражданский активист, он на то и гражданский активист, он в любой ситуации может найти возможности для ну, реализации своих проектов. Ну, то есть это может быть на муниципальном уровне, может быть на уровне района или республики. Ну, если кто-то желает просто начать, не имея своего проекта, я предполагаю, что возможно, следует присоединиться к какому-нибудь проекту, который реализовывается от непосредственной близости, может быть, или интересен вот самому человеку, и изнутри понять, что этим двигает, как это все реализовывается, как участвуется в грантах. А, кстати, вот когда получают грант, обязательно ли он в дальнейшем, вот этот проект должен приносить деньги? Или же все-таки вот он реализовался, его написали, и вот его можно осуществить, так скажем? Ну, если он выиграл уже грант. Ну, да. Дело в том, что мы после того, как грант или проект он реализован, мы как бы не запрещаем заниматься вот, предпринимательской деятельностью. Некоторые
проектанты как раз-таки ну, основной целью видят именно это. Например, ну, делают ну, экотропы туристические для семей вот, воинов СВО, например, но при этом после того, как этот проект будет реализован, то эти тропы могут быть использованы ну, в коммерческих целях. А вот насколько эффективно сегодня вот выстроен диалог между вот гражданским активом и органами власти в Якутии у нас? И, может быть, приведете примеры, когда вот инициатива активистов напрямую повлияла на принятие решений именно на муниципальном или каком-нибудь, ну или в целом на региональном уровне? Ну, участники грантов Якутии, мы всех их, по крайней мере, они оставляют свой след в министерстве и свои контакты, мы на них можем выйти. Обычно мы с ними ну, постоянно общаемся, мы ездим по районам, по группам районов. Недавно вот в Абыйске, Момске ездили. И, ну, хочется сказать, что северные арктические улусы тоже ну, начинают в этом смысле просыпаться, можно сказать. И как сказать-то? Ну, начинать работать, да, уже в целом. Да. Вот расскажите, а вот если, может ли второй раз подать активист на грант, если он подал уже один раз успешно, второй раз и последующий? Да, спокойно, может, да? абсолютно. Также обращаясь к вам через ваше министерство. И по предыдущему вопросу, если можно, то, ну вот я вспомнил некоторые проекты, вот, например, есть у нас территориальное общественное самоуправление в городе Якутске, называется «Героев ВОВ». И они вот на грант, ну, на выигранный грант, они сделали свой сквер, построили здесь, в городе Якутске, да. И ну, вот, в прошлом году у нас республиканский форум территориальных общественных самоуправлений прошел, и по ну, резолюции этого форума сейчас формируется проект закона, который мы уже внесли, ну, мы с нашей помощью внесли в Вильтюмен госсобрания, и, ну, думаю, к осени станет известно, законопроект ну, примут или нет. А что сейчас нужно сделать, чтобы вот усилить влияние активистов на позитивные изменения в республике? Может быть, такой какой-нибудь совет в конце? Какую вы видите вообще роль гражданских активистов у нас в республике? Ну, гражданские активисты — это очень активные люди. Это, можно сказать, лидеры общественного мнения. И, как правило, они обладают ну, своей поддержкой общественности. И, насколько я понимаю, то это должно вырасти в то, что из них должны у нас получаться новые руководители, проектные руководители, из них должны у нас получаться депутаты, возможно. И вот это должно укрепить вот, гражданственность, гражданское самосознание. Ну, наверное, если говорить в пределах лет 5-10, то именно так. Спасибо, Прокопий Прокопьевич, что сегодня к нам пришли. Возможно, кто-то задумается, подаст свою идею в проект и уже реализует их в ближайшее время. Спасибо, что пришли. Спасибо, до свидания. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.